Для Национального фонда развития Ингушетии 2022 год, как и предыдущий, выдался насыщенным. Удалось решить множество проблем, помочь жителям республики в различной сфере. Одна из первых задач, поставленных перед руководством фонда главой республики – помочь детям, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в приобретении жилья. Так из фонда были выделены денежные средства для поддержки 30 получателей государственных субсидий. Еще одна помощь в 2022 году была оказана жителям Назрани, чьи квартиры сгорели в середине февраля. Тогда в результате пожара пострадали 8 семей. Всем им была оказана финансовая помощь из средств фонда. Удалось выделить денежные средства, чтобы жильцы смогли восстановить имущество, имеется в виду, насколько это возможно, заменить окна, двери, привести в порядок внутреннее пространство. Самым крупным проектом 2022 года, который проспонсировал фонд «Дворец культуры Сунжи». Масштабная реконструкция ДК началась в июле 2020-го по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Руководитель региона поставил перед подрядной организацией задачу преобразить культурный объект до неузнаваемости. Здание было построено еще в 1949 году. Все эти годы капитальный ремонт здесь проводили лишь один раз. Махмуд Али Калиматов контролировал темпы и качество проводимых работ. Все мелочи продумываем. У нас другого места нет, где гостей принять. Ежедневный контроль должен быть. При реконструкции важно было сохранить архитектурный стиль здания. 2 года рабочие трудились на объекте. Задача стояла отреставрировать стены и фасад здания, заменить перекрытие, кровлю, пожарно-охранную систему, электричество, провести масштабный косметический и технический ремонт. В каждом уголке здания настоящая Венеция. Из мрамора выполнены все лестницы дворца. В холле пол. Особая гордость Дворца культуры – это актовый зал. Он также выполнен в историческом стиле. После масштабной реконструкции здесь появилось больше посадочных мест. Полностью переделали сцену, обновили звук и освещение. Новая одежда сцены полностью. Все на электричестве, все закрывается, открывается. Дальше полное кондиционирование зала. Идет сцена, 2 кондиционера стоят, проектор мощнейший, это в случае можем кино тут показывать в любое время. Во дворце появились также музыкальные хореографические кабинеты и конференц-зал. После масштабной реконструкции преобразилась столовая и кухня, где также установлено современное оборудование. Наружные работы по благоустройству также выполнены в дизайнерских решениях. Это мраморные лестницы, большие колонны, фонтан, парковая зона и не только. Начиная с момента основания фонда в январе 2020 года, принцип работы у нас построен следующим образом. У главы проходят совещания по тем важным направлениям, на которые нужно выделить денежные средства, и не всегда этих денежных средств из бюджета не хватает. И вот тогда приходит на помощь Национальный фонд развития Республики Ингушетия именно по заданию главы, именно адресно по проблеме. Мы постоянно поддерживаем образование, здравоохранение, культуру, спорт, ремонт, реконструкцию социальных объектов. Мы также выделяем денежные средства на сохранение культурно-исторического наследия ингушей. Если вот взять в общем, нет такой сферы и направления, в котором мы бы не принимали участие. Где не хватает бюджетных средств, обязательно фонд принимает участие. Поэтому нет такой сферы на сегодняшний день, где бы мы не выделяли финансирование. И, возможно, нет такого человека, который не получил бы пользу от работы фонда, потому что то, что касается дорог, социально значимых объектов, здравоохранения, образования, культуры, спорта, все это касается нас в глобальном плане. И каждый мы, как граждане нашей республики, получаем вот эту отдачу. Я считаю, что на сегодняшний день Национальный фонд развития Республики Ингушетии – это самый глобальный фонд с момента становления нашей республики, и деятельность которого прозрачна, деятельность которого эффективна.
Контролировать состояние пациента и избежать отека головного мозга с апреля 2022 года медикам и РКБ легче, благодаря новому монитору для внутричерепного давления. Его отделение нейрохирургии Ингушской республиканской клинической больницы получило в подарок от фонда. Аппарат крайне был необходим как взрослым пациентам, так и самым маленьким. Без электронно-оптического преобразователя мы не смогли попасть на тот уровень, который мы хотим прооперировать. То есть это было бы сложно для нас. После этого надо было спускать больного на первый этаж, делать там рентген, делать метку, поднимать его, во время операции его таскать. То есть сейчас мы онлайн, видите, снимок мы сделали, поставили иглу вот сюда и видим, на каком мы диске. Сейчас мы можем уже спокойно прооперировать и поставить туда межпиловой спондилодез. Вот поэтому вот это оборудование нам вот так помогает. Важно правильно делать. Посмотри на смайлик. Тебе комфортно, Дамир? Да. Еще один подарок для системы здравоохранения из средств фонда получил реабилитационный центр «Локомат». Так называется ортопедический комплекс, который буквально ставит пациентов на ноги. Он воспроизводит одно из самых главных движений человека, утраченных в процессе болезни или травмы – ходьбу. Также из фонда были выделены средства на приобретение амбулифта для аэропорта Магаз. Это очень дорогостоящее оборудование. Это автомобиль со специальным устройством для того, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями могли беспрепятственно как попасть в салон самолета, так и при высадке. Получается, что до настоящего времени, вот с момента создания аэропорта, у нас не было возможности, чтобы вот эти люди, данной категории имеется в виду, с ограниченными возможностями, приходилось их как-то туда заносить, руками, с помощью людей, сотрудников. Это было очень неудобно, и это было, на сегодняшний день это было очень проблематично. И для того, чтобы данная категория граждан могла себя чувствовать более комфортно, каким-то образом улучшить их условия проживания, главой было принято решение выделить около 17 миллионов рублей мы из фонда заплатили, чтобы приобрести данный автомобиль. Особое внимание организация уделяет поддержке малоимущих семей, сирот и пожилых людей. Так, в рамках акции «Мягксах» к праздникам Мархаж и Гурб помощь получили жители разных уголков Ингушетии. Продовольственную помощь оказали тысячам семей. Ежегодно заранее готовимся к этим праздникам, составляем обширные списки. Это от 3000, 4000 примерно плюс-минус продуктовых наборов собираем. Обязательно на Мархаж это продуктовые наборы, которые включают и подсолнечное масло, и сахар, и финики, чай, сладости. На Италь-Адха, на Курбан-Байрам обязательно несколько тысяч голов крупного, мелкого рогатого скота. Фонд создан по инициативе главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова около 2 лет назад для решения масштабных социально-экономических задач, например, таких как водоснабжение. По заданию главы республики мы принимали участие в финансировании работ по восстановлению водопровода в оползневой зоне Малгобекского района. Все мы знаем, что жители уже не одно десятилетие страдают от того, что постоянно есть перебои с водой, воды не хватает. И в ходе работы был проложен водопровод протяженностью более 3 километров от резервуарной площадки в сельском поселении Южное до сельского поселения Вознесеновское. Это очень большая проблема, и работа в этом направлении будет продолжаться, но за один раз ее не сделать всю. По мере возможности мы стараемся принимать активное участие, и глава держит это все на контроле лично. Глава региона каждый месяц перечисляет часть своей зарплаты в фонд. Также средства поступают от спонсоров и меценатов. 2-й год подряд в Ингушетии прошел конкурс «Лучшее подсобное хозяйство», инициированный главой республики. Конкурс также был проспонсирован за счет средств фонда. Победителей осенью наградил руководитель республики.
Хостин поливардия, осырдия, ах алдес, дал яндали дик урожай фугисы. Бил датсу кодуш, дал яндали кварту фугисы, я варим швижи. Денежные призы, а самое главное признание их труда получили 40 человек. Обладатель первого места получил 500 000 рублей, второго 300 000, третьего 200 000, а последующие по 50 000 рублей. خسخت لا خات خوش لا خا حيجا وقت خوش تقيدش حمدريس وقت خوش صغلي ودش حمديس أخت خوش بمانية خوش سقوستي خسخت ديارياس خل بتشها إذن دياري غدا مالي أتشجع ديارياس خل. Из фонда в 2022 году также были выделены средства для реконструкции мемориального комплекса Газат-Кашмеш. Глава региона лично осмотрел состояние комплекса и дал старт началу обновления. Наклон сюда. Да, наклон, вода вот здесь. Давайте, венецианский ямы, штукатур. После пожара, и вот когда сырей грибок образовался, я вот. Я говорю, что грибок, адул дантон. Понятно. Дальше. В общем, полностью нижний сок вот этот, да? Незамедлительно, до 30-летия трансформатор стоять должен. Хорошо. Очистные сооружения. Наши, которые новая фирма пришла, значит, пусть приедут и здесь поставят очистные сооружения. Смету пусть делают, мы оплатим. Это мы переделаем по-другому. О, стеллажи, цена волда, стеллажи, идея. Вот эти выставить. У нас одно место только, глухая стена только там. Да. Разработать дизайн. Пусть она приедет, и свою идею, и полностью здесь облагородит. В процессе реконструкции работники перекрасили и привели в первозданный цвет все здания комплекса, входную арку и каменные стелы. Провели отделку купольного навеса, привели в порядок мечеть, поменяли систему отопления, установили 2 новых котла, трансформатор, заложили парковку на несколько сотен машин, а рядом разбили зону отдыха со скамейками и деревьями. Я считаю, что из всех проектов 2022 года вот именно вот эта работа была очень важной и знаковой, и имела большое значение. И, конечно, контролировалась со стороны нашего основателя, главы республики. В течение всего года Ингушетия оказывала помощь участникам специальной военной операции на Украине. Десятки тонн гуманитарной помощи регулярно отправлялись из республики, и финансировалась она из средств фонда. В общем, при участии фонда направлено амуниции, продовольствие, средства личной гигиены, различного оборудования, которое облегчает жизнь нашим бойцам, отопители, там, оборудования очень много, более 200 тонн направлено уже на данный момент. Работа эта продолжается, и пока наши бойцы там находятся, этому вопросу будет уделяться особое внимание. В преддверии Нового года за счет средств Фонда национального развития 8 семей вынужденных переселенцев из Херсонской области, которые сейчас находятся в пункте временного размещения в Назрани, получили жилищные сертификаты. Этот документ дает возможность обрести дом и строить свое будущее в стране, которая приняла и вернула веру в нормальную жизнь для беженцев. Семьи могут обналичить жилищные сертификаты и приобрести жилье как в Ингушетии, так и в другом субъекте страны. А благодаря этому сертификату у нас появилась надежда на нормальную, спокойную жизнь. Я не просто рада, я горжусь. И мои друзья, особенно те, которые там остались, но настроены точно так же, как я, с уважением к России, они где-то белой завистью даже завидуют. Без поддержки Фонда развития не остались и специалисты МЧС. Для работы министерства закуплено альпинистское снаряжение и машины, а Национальный фонд развития планирует и впредь помогать нуждающимся. Муслим Ганиев. Итоги года.